Детям из реабилитационного центра инвалидов устроили настоящий праздник. В рождественские дни их пригласили поиграть в боулинг и просто весело провести время. Глава муниципального образования Владикавказа Махарбек Хадарцев помог организовать мероприятие. По мнению Ханзарифы Хабаевой, такие праздники не только поднимают настроение, но и плодотворно влияют на лечебный процесс. Мы ему безмерно благодарны. Вы видите, сколько радости у наших детей, у подростков, с каким азартом они играют, сколько им это радости приносит. Сама идея проведения такой акции, само собой, естественно, в такой праздник Рождества, чтобы дети порадовались, чтобы они себя не почувствовали обделенными, что о них заботятся, что проявляют участие в их судьбах не только семья и родители, но само общество. Рождественский подарок ребенку. Под таким названием во Владикавказе провели акцию активисты благотворительного фонда «Быть добру» совместно с общественными организациями и известными артистами. На мероприятие были приглашены сказочные персонажи. Дед Мороз и его свита подарили хорошее настроение маленьким деткам, а подарки стали приятным дополнением к празднику. Среди приглашенных детей была Лусине Нагапетян со своей мамой. Приехав из Армении, она надеялась получить необходимое лечение в Москве. Врачи поставили диагноз цирроз печени и посоветовали срочно провести операцию. Ждать гражданства для получения квоты семья не могла. На выручку пришел благотворительный фонд «Быть добру». Люди очень тепло отозвались на нашу проблему, на нашу беду. И я, как не находясь у себя дома, находясь в чужой стране, мы нашли очень большое тепло. И не могу словами описать, какую помощь нам была оказана, чтобы мы смогли, возможно, везти девочку в Москву. Живой звук на рождественском вечере. На сцене Остинского театра выступили талантливые артисты Северной Осетии. Захватывающие акробатические номера в воздухе, мастерски исполненный битбокс, динамичный хип-хоп и брейк-данс. Все это и многое другое талантливые ребята представили на творческой тусовке. С особым интересом зрители ждали выступления Джафара и Монтаны. Они исполнили популярные и давно полюбившиеся треки в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Грейв». К концу вечера никто не сидел на месте, все подпевали уже у сцены. Ну и, конечно же, не обошлось без общего селфи в завершении вечера. В православной гимназии прошла ежегодная атаманская елка. Вот уже 20 лет для маленьких казачат проходят новогодние представления, а в этом году на празднике присутствовали также дети беженцев из Украины. Не обошлось и без сказочных героев. Дед Мороз, Снегурочка, Винни-Пух, Тигра и пират Джек Воробей веселили маленьких гостей, а в конце представления все получили сладкие подарки. Казаки Владикавказского округа и казачьего культурного центра уже, собственно, на протяжении более 20 лет проводят рождественскую елку. И сегодня мы тоже проводим атаманскую рождественскую елку. Этот год, наверное, особенный будет для наших казаков, потому что в этом году исполняется 25 лет, как началось возрождение казачества у нас, как был создан Владикавказский округ.